Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В парламенте прошла встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжани. О ситуации в Гагрском районе после стихийных бедствий, обрушившихся на район за последние месяцы. Какие мероприятия ожидают жителей и гостей столицы в предновогодние дни? В парламенте прошла встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжани. Аслан Бжани подробно рассказал о текущей работе исполнительной власти и задачах, которые требуют первоочередного решения. В ходе встречи с депутатами президент отметил, что Абхазия за прошедшие 30 лет прошла путь от максимального единения на фоне непосредственной вражеской угрозы до максимальной разобщенности на фоне внутриполитических событий последних десятилетий. На этом фоне тысячи наших сограждан сталкиваются с огромным количеством нерешенных проблем. Так, за последние 3 года к президенту обратилось свыше 8700 граждан с просьбой об оказании адресной материальной помощи, в том числе на преодоление последствий стихийных бедствий, за оплатой на обучение своих детей и на лечение тяжелобольных. За это время на поддержку граждан из резервного фонда президента и бюджета было выделено свыше 1 миллиарда рублей. По словам президента, Абхазия является одной из болевых точек нынешнего глобального противостояния. Запад в лице США и европейских стран не хочет видеть Абхазию частью мира. Они хотят, чтобы наша столица была не в Сухуми, а в Тбилиси, и планомерно работают над тем, чтобы это произошло. Это им нужно для того, чтобы показать миру ничтожность признания Российской Федерации, нашего суверенитета, а также чтобы показать Грузии и другим странам региона, что ключ к решению проблем лежит в их кармане. Они делают все возможное и невозможное, чтобы в Абхазии не было никакого развития, подчеркнул президент. Абхазия, по мнению главы государства, определившись со своим курсом и союзниками, должна стремиться стать частью иной архитектуры мира, новой системы безопасности, построенной на взаимном уважении, признании суверенитета и союзнической интеграции. Вот почему мы с Россией. По этой причине мы нацелены на выстраивание с ней таких отношений. Президент коснулся и темы противодействия деятельности по незаконной добыче криптовалюты и отметил, что в парламент был внесен проект закона, согласно которому компетентные органы могут изымать с возможностью последующей конфискации оборудования для добычи криптовалюты, в том числе и трансформаторы, установленные для этих целей. Глава государства выразил убеждение, что закон следует принять незамедлительно. Экономика и вся энергосистема Абхазии нуждается в этом, подчеркнул Аслан Бжани. Глава государства и народные избранники обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны. Президент детально ответил на вопросы депутатов. Гагра приходит в себя после сильнейшего шторма, произошедшего в ночь на 27 ноября этого года. Это 3-е стихийное бедствие, обрушившееся на район в этом году. Стоит ли говорить, что Гагрскому району и его жителям нанесен колоссальный ущерб? Работы по устранению последствий природных бедствий идут непрерывно. Поэтапно выплачиваются компенсации наиболее пострадавшим семьям. Об этом материал нашего специального корреспондента из Гагры. Гагрский район сейчас борется с последствиями 3-й стихии. В середине июня в селе Чагрипш Гагрского района в результате продолжительных дождей сошли солевые потоки, сопровождавшиеся обломками горных пород. Огромные массы воды хлынули из ущелья, снося на своем пути объекты жизнедеятельности человека. Было повреждено дорожное полотно. Пострадали 2 семьи, которым была выплачена материальная помощь в сумме 1 550 000 рублей. В селе 25 дней работала техника. Более 3000 КАМАЗов с балластом было вывезено. На ликвидацию этой стихии при помощи администрации и наших друзей, меценатов района было потрачено около 19 миллионов рублей. Если точнее, это 18 700 000 рублей.
деньги были потрачены на вывоз грунта, на восстановление поселковых дорог, на рабочую силу, которая принимала участие в ликвидации данной стихии. Семья Юрия Левченко, ветерана Овна, до сих пор не может оправиться от последствий стихии. Нажитое непосильным трудом имущество, автомашины, домашняя утварь буквально были стерты с земли. Семье Левченко выплатили 1 миллион 200 тысяч рублей. На эти деньги построен железнобетонный забор, провели новую канализацию, частично отремонтировали бытовую технику. На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству участка. Грунт привезти надо, щебенку привезти надо, цемент надо, рабочим заплатить надо. Ту комнату восстанавливаем, машина похоронена, закопана. Ее вытащить уже просто не вариант. Рядом с семьей Левченко живет и семья Натальи Шимко, которая также пострадала летом этого года. Им было выделено 350 тысяч рублей. Восстановили канализацию, водопровод, потому что водопровод у нас полностью и центральный, из бака было все нарушено. Что еще? Ну, деньги еще остались на забор. Забор восстановить просто некогда сейчас. И во время наших съемок велись работы по расчистке ущелья от нанесенного балласта. Не успев оправиться от последствий первой стихии, на Гагарский район 9 июля обрушилось наводнение, в результате которого пострадало 3 села, поселок Бзыпта и город Гагра. На второй день в Гагру приехал президент Республики Абхазия Аслан Бжаня и премьер-министр Александр Анкваб. Республиканский штаб по ликвидации последствий стихии возглавил Александр Анкваб. В числе пострадавших оказались более 1200 домовладений. Я, например, в первом году хочу большое спасибо сказать за ваше внимание, что вы пришли, посмотрели, дали 100 тысяч. Я взял, купил вот этот кафель, буду смотреть на него до самого гроба и буду вспоминать, это администрация, благодаря Хагуше. На ликвидацию последствий стихии из фонда президента была выделена сумма в размере 19 миллионов рублей. Были восстановлены мосты в селе Алдза и Алахадзе. По поручению главы района была создана комиссия, которая выехала в каждое домовладение. Безусловно, при таких объемах наверняка мы кого-то пропустили, наверняка кто-то остался недовольный, но тем не менее 475 семей получили адресную финансовую помощь из бюджета Гагарского района. Велась большая работа по расчистке каналов, по восстановлению мостов, по восстановлению дорог в городе Гагра, в селах, пострадавших Алдза, Алахадзе, Псахара, поселок Бзыпта. На расчистку и ликвидацию ушло около 12 миллионов рублей. Также эти деньги были выделены с бюджета нашего района и не безразличные, еще раз повторюсь, меценаты. Потом у нас была еще одна стихия уже в более меньшем масштабе. Тоже было подтопление спустя месяц после этого большого. Там около 600 тысяч рублей было выделено с бюджета района на ликвидацию данной стихии. Общая сумма выплат составила 61 миллион 675 тысяч. Семье Маргани в селе Алахадзе было выделено 300 тысяч рублей. Во время потопа частично смыло двор и первый этаж дома. Сегодня они живут в удручающих условиях. В маленькой комнате тяжело уместиться 4 членам семьи. В планах у семьи Маргани построить деревянный домик. Потом там чуть-чуть остался домик, и он потом уже супруг сам разобрал. Наша администрация помогает нам. Дауд Ажиба. Благодарим его. Ну вот 300 тысяч нам же выделили. Вот на эту сумму. Но он сказал, еще там нам поможет. Это администрация тоже. Фундамент под дом заложили и в селе Алдза. Семье Татьяны Наумкиной было выделено 500 тысяч рублей. Татьяна живет здесь с рождения. Однако летом этого года место ее воспоминаний смыло водой. Конечно, терзали в эти дни все, потому что у всех было. И каждому казалось, что у него хуже всех. Но все равно они по возможности, не знаю, по крайней мере нам, что могли, они делали все. Ну и то, что вот эти вот деньги дали, тоже хоть, по крайней мере, на снос засыпать тоже их хватило. Сами бы мы их нигде не взяли. Потому что ни гостиницы, ничего, как видите, у нас и не было, и нет. В селе Алдза была проведена колоссальная работа. О них рассказал глава села Гурам Абгаджава. Был вывоз мусора, который нанесла река. Затем был почищен канал, предгорный канал называется, большой, более 5 километров.
из них, которые 3,5 километра было оплачено нашим селом, предприниматели, жители села собрали денег, мы наняли трактор, было почищено около 3,5 километра. 1,5 километра было, нам помогли, Абхазберегозащита, привезли и почистили нам 1,5 километра. До сегодняшнего дня в некоторых местах проводятся работы по вывозу ила, мусора. Ну, в основном работа, как бы можно сказать, что уже подходит к концу. Положен новый асфальт. Благодаря огромной благодарности выражаем главе района, Гагрской администрации. Километр 200 было положено новый асфальт. Карпо Читян живет в селе Псахара. Сегодня здесь готовится к наступающему Новому году. На первом этаже ремонт. Карпо даже не хочет вспоминать, как за считанные минуты вода поднялась до второго этажа, разрушая все на своем пути. Семье Читян было выделено 500 тысяч рублей. Помощь и от администрации, и от родственников, друзей. Потом в дальнейшем и финансовая помощь от государства. Как бы очень помогла. Вот сейчас можете посмотреть, ремонт идет полным ходом. Почему до сих пор не закончили? Потому что все было мокрое, воды было много. За это все нужно было высушить, а сейчас вот заканчиваем. К Новому году с Божьей помощью, с помощью друзей, братьев, нашего президента, администрации мы будем встречать новым ремонтом и с новой мебелью. И в селе Псахара проведено немало работ по ликвидации последствий стихии. После потопа нами было восстановлено более 8 километров дорог. Финансирование, конечно, было Гагранской администрации, которой мы благодарны. И также было восстановлены опорные стены, которые река Ольгинка смыла. Планы есть, которая на 2 улицах также плиты валяются, их восстанавливать. Там нужна будет спецтехника, специально которую мы ее ожидаем, поднять ее. То есть работы довольно еще надолго есть. И в ночь на 27 ноября на Гагру обрушился небывалый шторм. Оказались затоплены улицы, частный сектор, подвалы многоэтажных домов, госучреждения. Пострадало здание РУВД по Гагрскому району, детский сад Мрамза. Оказалась затоплена насосная станция. Город Гагра несколько дней оставался без воды. Более 50 домовладений оказались затоплены. Комиссия продолжает свою работу адресную по тем семьям, которые оказались затоплены в результате шторма. Сильно пострадала Гагрская набережная. Проекты по восстановлению данной набережной рассматриваются. Работы по этому вопросу также ведутся. Сумму ущерба до конца пока еще не оценили, но разрушения, конечно, были очень массивные, масштабные. На ликвидацию всех этих стихий при помощи бюджета района и меценатской помощи было потрачено 34 миллиона рублей. Комиссии по оценке последствий стихии предстоит утвердить суммы компенсации и нанесенного стихии ущерба. То есть все комнаты были в воде. То есть, получается, весь паркет, какая-то техника, холодильники, да. Какие работы сейчас ведутся в доме? Ну, мы сейчас решили просто сделать работы, как бы постелить теплые полы и кафель. Данные взяли? Данные взяли, мы очень благодарны, если они окажут какую-то помощь. Работа по расчистке города от песка продолжается. В самое ближайшее время районные власти начнут работы по восстановлению разрушенной набережной. Сария Кварацхеля, Тимур Кови, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. По поручению президента для популяризации спорта и здорового образа жизни строятся спортивные объекты в нескольких селах Ачамчерского района. Одним из таких сел является село Тхина, где на завершающем этапе находится строительство мини-футбольного поля. За период ремонтно-восстановительных работ, начатых в середине октября, были полностью проведены сварочные работы. Завершен этап укладки бетонного покрытия площадки. Проведена планировка территории. Осталось установить осветительные приборы и уложить искусственное покрытие. На строительство объекта выделены 5,3 миллиона рублей из республиканского бюджета. Все ремонтные работы планируется завершить в середине декабря.
Спикер парламента Лаша Ашуба ознакомился с ходом работ по асфальтированию улицы Чехова в городе Сухум. С просьбой к спикеру Народного собрания обратились граждане, проживающие на территории избирательного округа, где он был избран депутатом парламента. Как сказал Лаша Ашуба, запланированы работы еще на 4 объектах района Турбаза. Также в настоящее время идет ремонт спортивного зала Сухумской средней школы номер 14. Сегодня у нас в округе радостное событие. По просьбе и после обращения жителей соответствующих улиц начались работы по асфальтированию улиц. Сегодня, в частности, асфальтируют улицу Чехова. В общем, по району Турбазы запланировано 4 объекта. Плюс, насколько вам известно, идет ремонт спортивного зала в 14-й школе. Конечно, еще много объектов необходимо восстановить в нашем районе. Я думаю, что мы эти работы постепенно будем проводить. Постепенно постараемся большее количество улиц и дворов в нашем районе и в нашем округе привести в порядок. Хотел бы выразить благодарность руководству республики, правительству Республики Абхазия, соответствующим структурам, которые непосредственно задействованы в работах, за проделанную работу, за то, что помогают нам благоустроить. Впервые за 30 лет после военных, наконец-то на нашей улице Чехова будет проложен асфальт. Мы очень рады этому, и со своей стороны жители улицы постараемся также облагородить нашу улицу, озеленить ее, чтобы наша улица, как и некоторые уже другие в городе Сухум, были красивыми, ухоженными. И Лаше Нукзаровичу действительно большое спасибо за то, что сдерживает свое слово и не забывает о нас. Часто приходит, спрашивает о проблемах наших и всячески старается нам помочь. Как проинформировали в МВД Абхазии, 6 декабря в ОВД по Галскому району поступило телефонное сообщение о том, что в районе городского рынка города Гал некий гражданин в нетрезвом состоянии пристает к гражданам и выражается нецензурной бранью. На место происшествия выехала оперативная группа. В дежурную часть РОВД был доставлен Карбаев Виталий Иванович, 1979 года рождения, проживающий в селе Царчат Курчатского района. После проверки личности Карбай был водворен в ИВС ОВД по Галскому району. Утром 7 декабря Карбай был отпущен. По имеющейся информации, гражданин Карбай скончался в Центральной районной больнице Сухума. 9 декабря, куда он был доставлен, 8 декабря из районной больницы города Гал в связи с плохим самочувствием. В настоящее время соответствующими службами по факту смерти Карбая проводится проверка, по результатам которой будет дополнительная информация. Кабинет министров утвердил плату за вылов 1 тонны хамсы. Цена составила 2000 рублей, сообщает Апснопресс со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Плата за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину за 1 тонну составляет хамса 2000 рублей, барабуля 20 тысяч рублей, мерланг 9520 рублей, шпрот 1050, ставрида 16 тысяч рублей, камбала 80 тысяч рублей за тонну. В городе Сочи стартовал турнир по волейболу, посвященный Дню работника органов безопасности Российской Федерации. На церемонию открытия турнира в качестве почетных гостей приглашены начальник Государственной службы охраны Абхазии Дмитрий Дбар и министр внутренних дел Роберт Киот. В турнире заявлены к участию более 10 команд, среди которых команда МВД и ГСУ Абхазии, команды ФСБ, ФСО и силовых ведомств города Сочи. В интервью телеканала «Сочи-24» министр внутренних дел Роберт Киот отметил важность турнира, в котором принимают участие команды силовых ведомств Абхазии и России. Роберт Киот подчеркнул, что между ведомствами двух стран давно выстроены правильные дружеские коллегиальные отношения, нацеленные на дальнейшее развитие. Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Рад приветствовать всех вас, участников и гостей турнира по волейболу, посвященную Дню работников органов безопасности Российской Федерации. Отрадно, что впервые в турнире принимает участие команда из Республики Абхазия. Уверен, что сегодня мы заложили новую традицию
который, безусловно, положительно отразится на развитии взаимодействия силовых структур наших стран. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Убежден, что масштабное событие послужит популяризации спорта, воспитает должного отношения к здоровому образу жизни, к честной соревновательной борьбе. Считаю важным, что каждый раз при проведении турнира неизменным останутся самые главные принципы: нерушимость спортивных традиций, честная бескомпромиссная борьба, основанная на добрых, дружеских взаимоотношениях. Уверен, что и нынешнее состязание не станет исключением. Желаю участникам турнира заслуженных побед и крепкого здоровья. Впервые представители Абхазии участвуют в данном турнире. Я думаю, что это первый шаг к тому, чтобы мы имели возможность далее также развиваться в плане спорта в различных других направлениях. И, в принципе, у нас, скажу так, давно выстроены правильные, дружеские и коллегиальные отношения, которые позволяют нам решать многие вопросы. А спорт, конечно же, объединяет, так что мы очень рады тому, что мы участвуем в этом мероприятии. И уверен, что победит только дружба. Директор Гагрской средней школы номер 4 Сария Барциц и заведующая учебной частью старшего и среднего звена Елена Павлова стали призерами 3-го международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Творческое состязание организовано Центром международного сотрудничества Министерства просвещения России. Всего в конкурсе приняли участие 840 учителей и школьных команд из 55 стран мира. Победители конкурса «Лучшая русская школа за рубежом» отправятся в Пятигорск на образовательный форум Минпросвещения России на базе Центра знаний «Машук». В преддверии Нового года жителей столицы ожидает множество подарков, от театральных постановок до праздничных развлечений на главной елке страны, открытие которой планируется 22 декабря. Праздничный анонс в репортаже Рады Чичава. Новогодняя суета, атмосфера праздника и чуда. На главной площади страны 22 декабря состоится официальное открытие главной елки. Но это далеко не все, что ожидает на праздник жителей и гостей республики. Интерактивные игры, фотосессии с Дедом Морозом и Снегурочкой, показ новогодних фильмов и музыкальные театрализованные постановки. В зимние праздники для каждого найдется развлечение по душе. Мероприятие называется «Мечтабзила». Я думаю, что это знаковое такое событие для всей нашей страны, поэтому «Мечтабзила» – это хорошее символичное такое название. Здесь состоятся ряд мероприятий. Первое – это выступление детских студий. Концерт будет состоять в основном из творческих коллективов детских. Также их руководители подарят нашим любителям абхазской музыки номера. По завершении этого мероприятия состоится мероприятие такое, танцевальный круг называется. Наша молодежь очень любит. Со всей страны приедут. Уже ведется работа на этот счет. Эдуард Бебия, это внук известного всей стране руководителя ансамбля «Шаратен». Он будет организовывать это под аккомпанемент уже полюбившегося коллектива «Пснофолк». Они будут играть абхазские мелодии, кавказские, убыхские и так далее. Праздничные мероприятия ждут жителей и гостей республики не только в день открытия главной елки страны, но и после. Торжественная программа продлится до начала января. Уже на следующий день начнется программа по всем нашим микрорайонам города, детские интерактивы, выступления аниматоров. В этом году мы добавили еще 2 микрорайона к имеющимся уже 6. В предыдущем году мы проводили в 6, сейчас уже 8. Добавились микрорайон Депо, и по улице Адыгейской также состоится детская программа новогодняя. В новогоднюю ночь здесь, на этой площади, состоится дискотека, а перед ней будет праздничный салют.
в 0:30 начнется вот празднование уже наступившего Нового года. Не оставят без маленького новогоднего чуда и атмосферы волшебства жители Абхазии и театры. Росдрам представит спектакль «Путешествие в Новый год» по сказке детского писателя Джани Радари. Как рассказал Иракли Хиндба, маленьких зрителей ждет настоящая магия. Абсолютно такая новогодняя зимняя сказка с прекрасными декорациями, с проекциями. У нас сейчас новый проектор, мы можем это себе позволить. С костюмом, естественно. И самое главное, актерские работы. Вся труппа занята. Это по сказке Джани Радари «Путешествие голубой стрелы». Очень известная такая абсолютно новогодняя история. Мы хотим создать для детей ощущение сказки, снега, какого-то, знаете, атмосферы, вот праздника, атмосферы Нового года, атмосферы зимы. Этот спектакль рассчитан для детей от 3 лет. В принципе, он будет понятен всем, потому что он будет динамичный, музыкальный, абсолютно праздничный спектакль. Премьера спектакля состоится 27 декабря, и вплоть до 5 января ежедневно самые юные зрители смогут попасть в волшебную сказку в стенах Росдрама. Но, по словам Иракля Хиндба, интересная праздничная программа ждет не только детей, но и взрослых. Вот, скажем, 31 декабря в 17 часов в преддверии новогодней ночи мы играем комедию «Примадонны», наш хит, и уже я вижу, что ползала уже продано, то есть есть большой интерес, потому что это будет такая новогодняя версия этого проверенного годами спектакля. И потом, начиная с 4 января, с 19 часов, каждый день будут идти спектакли для взрослых. Вот с 4 января по 15 января каждый день лучшие спектакли нашего репертуара. Афиша обнародована на сайте театра, билеты в продаже на все спектакли. Так что мы, мне кажется, в этом году и вот в начале следующего года вот по-настоящему, по-театральному отпразднуем вместе со зрителями эти прекрасные новогодние праздники. Новогодняя сказка ожидает зрителей на сцене Абхазского драмтеатра. Режиссер-постановщик Мадина Аргун сделала новогодний подарок. Юные зрители смогут увидеть спектакль «Снегурочка» по пьесе Александра Островского с 25 декабря по 30 декабря дважды в день. Рада Чачава, Рамо Камке, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» готовится отметить свое 45-летие. Юбилейный концерт ансамбля пройдет 18 декабря в Абхазской госфилармонии. Гости «Гунды» услышат как известные уже полюбившиеся песни под звуки абхазских народных инструментов, так и недавно написанные авторские композиции. Основателем известного ансамбля является Роза Чамагуа, художественный руководитель коллектива, народная артистка Абхазии, кавалер ордена Ахзапша 3-й степени. В составе ансамбля сегодня 15 исполнительниц, 6 из них заслуженные артистки Абхазии. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 12 декабря на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем ближе к вечеру местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 11-16, температура морской воды плюс 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.